Всем привет, привет, привет. Добрый вечер. У нас в Якутии сейчас вечер, 9:30. У меня, как всегда, каждый день начинается прямой эфир в это время. Так, тем, кто меня не знает, пока собирается народ, я познакомлю себя. Меня зовут Туяра. Живу в Якутии, в Усть-Алданском районе, сельской местности. Это деревня Бейдинга. Так, мама 4 детей, многодетная мама, педагог, по образованию я филолог, работала в детском саду, сейчас работаю в школе. Добрый вечер. Так, сейчас обучаюсь в Академии «Успех вместе». Это что такое? Это такой портал автоматизированный. Это система обучения по бизнесу, по правильному мышлению, ЗОЖ, мы обучаемся и продвигаем свой бизнес. Теоретически сказать, всем привет, на 180 стран мира. У нас такая есть возможность. Думаю, самая актуальная тема онлайн, да, продвижения сейчас в связи с кризисом. И тема у нас здоровье. Так, с помощью этих волшебных продуктов люди на 180 стран мира получают ошеломительные результаты по здоровью. Я тоже получила результаты. Смотрите, я какая была. За 10 месяцев скинула 19 килограммов лишнего веса. С этими лишними килограммами ушли головные боли, суставные боли, остеохондроз, да. Ну, проблемы такие стандартные. Проблемы ушли, сейчас меня ничего не беспокоит. Конечно, еще есть над чем поработать, но все-таки я достигла, да, своей цели. Это здорово вообще, без мучительных диет и тренировок. И вообще у людей очень удивительные результаты. Профилактирует около 700 заболеваний, в том числе сегодня моя гостья расскажет результаты свои. Это, ну, сама расскажет, да? Она издалека, я очень волнуюсь, благодарю ее. Красивая девушка с Казахстана, с Алматы, да? Такая у нас есть возможность пообщаться с Леной Канафиной. Лена, я тебя приглашаю. В Ютубе. Ой, Элита Мустафаева, по-моему. Так, ожидаем. Привет, привет! Привет, привет. Ой, какая Вот я у вас погода специально, да, классная. выбрала локацию вам показать, что у нас в Алмате сейчас, смотрите. Красота, это фантастика вообще. Как меня слышно, как меня видно? Да, нормально. Вроде Отлично. нормально. Да. Ну, хорошо. Вот, я сейчас нахожусь в городе Алмата, это солнечный город, солнечная столица нашего Казахстана. Очень приятно вас приветствовать. Благодарю, что вы позвали меня на свой эфир. Я Дело в вас том, что благодарю. я в академии уже, знаете, уже 2 года, да. Первое время я, конечно, изучала продукт, изучала информацию. Когда мне предложили пить этот продукт, я вообще не понимала, зачем, почему такая маленькая вроде бы капсула и может перевернуть мой мир. Вот реально перевернуть мой мир. Поэтому, когда все это началось, я была уже в состоянии почти 100 килограмм весу. 100 килограмм живого веса. Вот. Это были большие отеки. Вы вот сегодня выставили пост обо мне.
Мгм. Реально, я вот такая вот большая, грузная, огромная, если так можно сказать, да. И хотя до того, как мне поставили заболевание эпилепсия, я была 72 килограмма. Это мой нормальный вес был, да, у меня трое деток. Я такая всегда спортивная, жизнерадостная, любвеобильная. Да, по Вот, вам видно. вот. Так, Лена, связь теряется. А сейчас нормально? Сейчас нормально, ага. Мгм, мгм. Ну, может быть, немножко со связью проблем, потому что я не на Wi-Fi, я на своем интернете. Ну, вроде бы Мгм. интернет у нас здесь нормально поддерживается, вот. Мгм. И после того, когда мне поставили такой диагноз, да, я, соответственно, начала лечиться. У меня своя свекровь, собственно, занимается здоровьем. Она у нас невропатолог с большим опытом. Вот. И когда меня начали пичкать препаратами, я набрала вес. Не мешает, да, у нас тут бурная жизнь, автобусы. Нет, нет. Вот. И буквально за 4 года я реально сильно набрала вес, я стала неуклюжая, постоянные падения, вот эти вот, то есть, да, это одно, да, в обморок упала, это еще ничего страшного, а если ты упала вдруг на какую-то бордюру, там, на какой-то камень или в каком-то общественном месте, где тебя там, не знаю, не то, что там помочь, они могут еще и сказать, вот, напилась, пьяная, там, ну, никто же не понимает. Вот, и поэтому психологически было сложно куда-то выходить или вообще куда-то выезжать, потому что вот я выезжала на длинные расстояния, да, у нас, я живу в одной стране Казахстана, мои родители живут в Северном Казахстане. И это почти 24 часа езды в поезде, да. И буквально вот, да, не успевали мы отъезжать от города Алматы, проехать каких-то 100 километров, да, и у меня начинается обморок от удушья, потому что еще не привыкаешь к этому, ко всему, да, к атмосфере поезда, и все, я падаю в обморок, и тут меня на ближайшей станции откачивают наши врачи. Было и такое, вот реально было такое. Почему страшно? Страшно от того, что наши детки это все видели, у них на глазах, для них это уже психологический стресс. То есть если на сегодняшний день люди ищут для себя вот такую возможность прийти в состояние здорового человека, уже заработали себе болячку, да, реально мы за какие-то короткие промежутки времени нашей жизни мы заработали себе серьезные заболевания, начиная от аутоиммунных и заканчивая вот такие вот как бы, да, проблемы с головой. Все из-за чего началось, да, конечно, это мое неправильное отношение к своему образу жизни. То есть на госслужбе, вы же знаете, люди в основном начинают пить неправильно, кушать неправильно, режим сна и работы не соблюдается, потому что я на госслужбе работала, мне приходилось и до часа ночи сидеть на работе, потому что какие-то требования выполняя, не успеваешь. Вот, ну, соответственно, все это привело к тому, что мы зацепили вот это болезнь головы, болезнь тела, все нарушено, видать, что-то было нарушено. Но врачи не могли дать мне конкретного диагноза изначально, мне ставили там и под вопросом рассеянный склероз, под вопросом поставили, и поставили эпилепсию. Со временем, как я вот проходила вот эти всякие различные мероприятия по лечению моего тела, мне свекровь конкретно сказала: Лена, перестань нервничать, перестань переживать, у тебя эпилепсия, смирись с этим. То есть врач реально понимает, что как бы, данное заболевание неизлечимо. С этим надо просто научиться жить, надо научиться это потихоньку контролировать, то есть какие-то, если замирания происходят, да, поначалу человек, вот знаете, как это все начинается, то есть если ты немножко понервничала, ты чувствуешь, что у тебя действие замедляется, где-то бывает, да, вот где-то зрачки останавливаются, бывает такое, да, где-то хочешь тебе кто-то что-то говорить, а ты такой
раз и где-то в себе внутри затаился, и не можешь ни ответить, ни что-то сказать, да. Или, например, я когда вот детей в школу провожала, я там проведу и назад домой иду, я чувствую, что мой шаг замедляется, я где-то раз в какой-то прострации, и я стараюсь найти какое-то место, чтобы мне или присесть, или примкнуться, чтобы мне упасть и не удариться ни об какие-то предметы, не привести в шок рядом каких-то идущих людей. Поэтому, знаете, можно научиться с этим жить, но это очень сложно. А если тебе врач говорит, что это невозможно, да, например, полностью излечиться от этого заболевания, то это, ну, знаете, реально дорогого стоит, когда вот так вот услышишь от кого-то, и тебе говорят, вот, начни потреблять, тебе станет легче. Я искала для себя какой-либо продукт, я не знала, что мне надо, я реально ходила по аптекам, прокалывали меня различными препаратами, до того бывало, доходило мне что-то, начинает капать, и у меня реально как будто взрывается голова, вот мозг прям вот, как вот говорят, горячий укол или что-то в этом роде. Вот, кровоснабжение в мозг. Ничего этого не помогало. Буквально 3 месяца, да, каких-то проходит, и я опять нахожусь в том состоянии, когда вот начинается опять замирание, начинаются обмороки и удушье. Что было страшно, так вот эти вот... Лена. Я пропадаю, да? Нормально? Угу. Вот. И когда начинаешь засыпать, и во сне у тебя вот как будто ком в горле, и он перекрывает дыхание, все, ты не дышишь, ты просыпаешься, открываешь глаза. Во-первых, ты не дышал до того, когда проснулся, и тут опять не дышишь уже, когда проснулся, сознание, ну, как бы приходишь в себя, да, мозг работает, а дыхательные пути, они перекрыты. Соответственно, вот это все состояние вызвало у меня фобию ко сну. Я очень боялась спать, бывало по 3, по 4 суток я не могла спать. Приходилось мне вот эти вот, знаете, пшикалки, которые вот обычные люди пшикают в рот, когда у них, они вот, знаете, аллергия, когда вот начинается, да, они какие-то вот свои. Я вот бывало до такого доходила, что я даже перед сном, вот просыпаясь, не дышу, я начинаю их пшикать, потому что я не знала, что мне делать. Хоть и врачи не прописывали, но я пшикала, потому что я не могла дышать. Я уже против вот этих вот всяких разных, да, нареканий, что это продукт, ну, как бы вот эти пшикалки нельзя использовать. А жить-то хочется, понимаете? И вот когда я начала пить этот продукт, начала я с L8, конечно, не поверила, начала пить сразу целую капсулу. Вы не поверите, 4 дня, 3 точно меня колбасило, на 4-й день я как-то уже более-менее одуплилась, как этот, и уже появились силы. Появились силы, знаете, вот если вот вы начинаете ножом резать, да, что-либо, режете ножом, да, вам необходимо какие-то усилия сделать, да, вот чтобы порезать. А мне чуть ли не всем весом надо было наклоняться на этот нож, чтобы порезать картошку, порезать хлеб своим детям, где-то сыр, да, вот порезать. Для меня это было очень, ну, как бы трудно, и вот чуть ли не всем весом. А тут я чувствую, я хлеб режу хорошо, встала, что-то я чувствую, хочется что-то сделать. Появилось настроение, появилось желание, вот даже покушать появилось желание, от того, что вот говорят иногда, вот ты много ешь, из-за этого ты поправилась. Вот, ну, ничего подобного. Я бывала, да, в день очень мало ела, но я вздувалась. Из-за того, что вот я такая, как, знаете, как мыльный пузырь вот такая, начали сушить, врачи называли, давай мы тебя посушим. Я такая, ну ладно, хорошо. Что такое сушить? Мне назначили мочегонные препараты, я начала пить, у меня начались судороги. Вы не поверите, я среди ночи бывала, если не снешь, то просыпаешься от того, что тебе вот так вот ноги полностью вот так вот скручивает. Мало того, что ты, ладно, там их размассируешь. Да, размассируешь, там это начинаешь, приходишь в себя, а боль остается. Вот уже вот этот спазм прошел, да, а боль все равно остается, вот эта ломота остается. Когда падаешь в обмороке, тоже тело все, знаете, вот когда сильный большой разгон возьмешь, бежишь, потом раз остановишься, и твое тело вот так вот пульсирует, да?
бывает, да, вот ноги там начинают, как бы, да, на второй, на третий день после того, как начнешь бегом заниматься. И ноги болят, говорят, как будто молоко, да, вот, спортсмены называют данное вот, как бы, состояние тела, когда вот оно болит у тебя. Вот после обмороков, после каждых обмороков мое тело себя чувствовало именно вот так. И тут вот я начинаю пить этот продукт. Мало того, что я вот следила за собой в течение недели, да, упаду ли я в обморок или нет. Да, вот эти золотые капсулки, честное слово, я уже пью второй год. У меня, да, были состояния, когда я, вот наоборот, да, у меня начинались обмороки, да, но они не были такими затяжными, они не были с таким вот, знаете, удушающим состоянием организма. Я падала, приходила в себя быстро и отходила после обмороков быстро. То есть это не было настолько длительно. Если раньше я, например, упаду в обморок один раз в день, это хорошо, да, если один раз в день и отойду, а если два, а если 3 раза упадешь. И муж очень боялся меня оставлять реально одну, потому что, ну сложно было в такой ситуации. И вот я буквально следила за собой неделю. На 4-й день я уже позвала гостей. Вечером я более-менее себя почувствовала. Говорю мужу, я хочу позвать этого человека себе в гости. Это была моя тетя Зухра. Она пришла, я узнала, что это за продукт, решила его приобретать. Я сразу же заказала себе комплекс на 3 месяца. Пришли эти капсулки, и пила я и фиолетово-белую, и уже зеленую, все вместе. И вот я во сне перестала вот себя чувствовать, как вот прошел этот страх. Я спала без вот этих удушений уже, все нормально, все восстановилось. Буквально за 3 месяца я тоже сбросила, сколько я, 20 килограмм сбросила, вот жидкость из меня ушла, 20 килограмм жидкости. Потом я потихонечку в свой вес, вот такой вот стандартный, да, я пришла в свой вес. Сейчас я 72 не вешу, я вешу больше, я вешу 86, 87, до 90 бывает набираю, но вот этими нынешними сейчас условиями, то, что мы на карантине и как бы большую часть обездвижены, да, я сейчас вешу 90. На лицо и такие узкие глазки, это уже мышечная масса, да. Вот, поэтому если я кому-то помогу, кто услышит, вот реально, вот у него есть какие-то такие симптомы и захочет сам себе помочь, я только буду рада. И мало того, у меня муж, вот вроде бы молодой, да, тоже он двигает, у него давление постоянно было 160. На сегодняшний день у него давление 130, максимум, самое высокое 130 поднимается. Раньше было 160, молодой, 37-38, и он заработал себе, соответственно, такое заболевание тяжелое, как вот высокое давление. Это постоянно красные глаза, головные боли, головокружение, да, а тут раз он начинает их потреблять, и у него максимум, если поднимается, 130. Представляете, как классно? Тем более у него возраст, да, на тот момент, возраст сердца, из-за того, что вот это высокое давление, возраст сердца был на 10 лет старше. Вот закончится карантин, я обязательно пойду с ним в поликлинику, и мы посмотрим, какой возраст сердца сейчас у моего мужа. Буду рада поделиться с вами. Вообще классно у вас результаты. А бывает так, ну, есть такие люди, которые, ну, на своих результатах, да, тоже достигли. Ну, есть такие люди, да, в основном звонят, пишут, интересуются, потому что они, видать, где-то услышат, да, и люди, партнеры наши, дают мой телефон, они мне в WhatsApp пишут или еще что-то, какие-то рекомендации просят. Я просто реально, я говорю, я не врач, я на своем опыте начала пробовать. Вы начните на своем опыте. Да, конечно, тяжело пить целую капсулу. Я рекомендую точно так же пить хотя бы начинать 1/3, 1/4. Вдруг это, ну, у каждого свой организм. Я, конечно, 3 дня колбасилась. Реально лежала пластом. И только потом я встала на ноги. Если вам сложно, начните по чуть-чуть потреблять. Она делится. То есть, если бы она не делилась, и надо было вот никак по-другому невозможно было, надо было бы тогда перетерпеть какой-то период времени. А тут вам предлагают поделить, начать с малой дозы и потом, соответственно, увеличивать. Самое главное, вот
что вот я скажу, да, это вода. Вот я очень редко раньше пила воду, не соблюдала этот водный режим. Сейчас это реально возможно еще не просто воду пить, а живую воду, да, бывает мертвая вода, бывает живая вода. У нас здесь есть вариант живой воды. Потому что если мы начинаем потреблять питание, реально питание для того, чтобы нашему организму помочь, да, у нас есть Hydrate, замечательный продукт, отличный продукт. Чем хорош? Потому что, вот знаете, вкупе любое заболевание, вот у вас, например, обмороки, да, они пройдут быстрее. У вас, например, давление, они пройдут быстрее, чем без воды, без вот этой воды, они пройдут очень, ну, как бы длительная реакция будет организма. А тут да. Опять пропадает. Так, вы у меня что-то подвисаете, я не пойму, у Да, нас или да. у вас этот интернет слабый. Ну, Ну, ничего может страшного. быть. Вот я вот рада поделиться с вами вот такой интересной информацией. У меня очень много знакомых, близких людей, которые вот реально начали потреблять, глядя на меня уже там на второй год, да, начали потреблять, и у них шикарные результаты и по кожным заболеваниям, и по сахарному диабету. Ой, у некоторых артриты, артрозы, да, вот много в окружении, те, которые начали потреблять капсулы, и реально у них отличный результат, вот реально отличный результат. Вот у меня у свекрови даже у нее вот как на руках вот эти артриты или что там, да, она начала потреблять, у нее сначала опухли эти руки, а потом она уже говорит, я уже и сжимать могу хорошо, уже пошел результат. Сначала, конечно, было недоверие, но теперь очень даже она довольна и рада, что она потребляет этот продукт. Ой, спасибо большое, Лена. Какой вы светлый человек, позитив прямо вот идет с экрана даже. Классно! Вот, смотрите, у нас все здесь, какая красота! Ой, красота. Это тюльпаны, да? Какие цветы? Это у нас Ой, цветы, да, классно. это у нас цветы, вот такие вот классные цветочки. Я вам посылаю отличное настроение. А у нас тут зима, минус 20 было утром. Ой, бай, ловите вот. Спасибо, Лена, Капельку благодарю. весны, капельку лета вам. Ты сама как солнышко. Спасибо, благодарим. Счастья вам, здоровья, успехов. Спасибо вам А еще большое. вопрос можно, Лена? Да, Можно, слушаю. Лена? Ага. А как насчет академии? Вот академия, чем привлекает академия? Ой, знаете, если честно, я когда начала слушать Андрея Артуровича, я сначала не понимала его, но буквально мне хватило 2-3 раза зайти в академию и послушать его. У меня сразу как будто, знаете, вот что-то в голове, как будто какие-то червяки завелись, начали что-то там делать. И вот когда вот я слушаю, да, я слушаю одна, соответственно, я включаю академию на всю громкость, делаю там кушать, все такое, дети прибегают, начали дети слушать. Вы не поверите, когда приезжает Андрей Артурович к нам в Алмату, у меня дети просятся прийти, послушать, записать видеоролик, пофотографироваться. И даже вот очень часто, вот, да, вот я выставляю, когда свои истории там или еще что-то, да, вот когда мне приходит Андрей Артурович, вот такой человек, вот он всегда вот и лайкнет, и что-то комментарий напишет, когда видит, что мы выставляем пост именно с ним, где он с детьми, он реально, он такой душевный человек. Вот большинство, если вот в компаниях, да, я вот замечаю, президенты, топ-лидеры, лидеры, они, знаете, очень далеко от обычных людей, таких как мы. Вот очень далеко, это как, знаете, тянуться, не дотянуться. А тут можно и поздороваться, и пообщаться, и спросить. И каждый день они все находятся на нашей платформе, и можно реально взять и написать этому человеку.
топ-лидеру, там, обычному лидеру. И тем более, если каждый день вот академия, да, мне что нравится, если я не успела, например, на раннюю встречу, я приду вечером, я переслушаю вечером. Вот те партнеры, которые у меня, вот, например, они днем не могут слушать, они находятся на рабочем месте. Для них специально вечерняя презентация проводится. Вот это классно. И сейчас, вот вы же знаете, да, вещание проходит в 3 платформах. В Академии «Успех вместе», прямой эфир проходит в Ютубе и прямой эфир проходит в Фейсбуке. Настолько количество людей, вот охват этот, да, зайдя в любую компанию, я вот честно, не буду врать, я никуда не ходила, я до этого мне реально MLM, сетевой там или еще какие-то онлайн-бизнесы, я никуда не заходила, у меня не было такой надобности, я работала на госслужбе, у меня муж зарабатывает, да, и каким-то дополнительным бизнесом я для себя, ну, как бы, не было желания, вот честно, не было желания чем-то заниматься. Я думала, вот я в университете отучилась, все еще что-то учить, для меня это не хочу. А тут реально он вызвал во мне желание вот свой мозг дальше больше наполнять информацией. Я сразу начала обучаться вот у него, да, когда он говорит, что у вас должен быть ваш, например, наставник в бизнесе, ваш наставник духовный, да. Я тогда подумала, да, ну реально, почему я не могу дальше развиваться? И вот сейчас у нас, да, проходит онлайн-встречи, у меня дети сидят за одним ноутбуком, да, делают свои онлайн какие-то там уроки, занятия, я сижу с ними рядом, обучаюсь сама. И они уже понимают, я говорю, вот, детки, вы учитесь, и я учусь. И эта учеба с каждым разом, она просто разная. Сейчас у вас одна ступенька, завтра будет другая. Послезавтра, когда вырастете, будете дальше учиться уже каким-то навыкам, да? Если мы сегодня реально не будем в интернете, то у нас ни бизнеса не будет, ни денег не будет. Извините меня, как жить? Поэтому Академия для меня это такая платформа, где я могу не просто развиваться, где мои близкие, родные, друзья, товарищи, ты дала им ссылку, они уже там дальше сами принимают решение. Я просто-напросто, знаете, я не заставляю аркан, не тяну, я просто говорю, девчонки, классная тема, заходите, посмотрите, если что-то понадобится, я могу подсказать. Если они говорят, это не мое, все, до свидания. Мне нужны те люди, которые реально хотят свой мозг менять. Вот, знаете, когда говорит Андрей Артурович, вот так вот, да, держит в руках этот мозг. Вот реально я свой мозг хочу держать вот так в руках, и чтобы мой мозг руководил, а чтобы я этим мозгом руководила. Класс вообще. Ой, спасибо, Лена, большое. Было классно, позитив так и прет, энергия так и прет, дай Бог вам здоровья. Да. Вот реально, да, команда, успех вместе, да, мы как бы другой структуры, да, ну, параллельно. Знаете, мы в одной команде, вот я с Казахстана, вы с Якутии, да, получается? И на разных континентах люди могут общаться, независимо, на разных языках. Вот это вот сплочение, вот это вот желание делиться друг с другом отличной информацией. И, может быть, на моем результате у вас есть партнеры, которые реально захотят помочь кому-то. Может быть, у них нет этого, а есть у других людей, которые вот сейчас реально находятся в критическом состоянии. Это, извините, нервы. Если человека загнали, сиди дома, никуда не ходи, вот так ду-ду-ду-ду-ду-ду, информации хватает, да, которой можно себя завести в самый дальний угол и все, закрыть на ключ. А мозг, он такой, он просто-напросто воспринимает все очень как бы, в сложной алгоритмической программе, и поэтому, когда мы свой мозг не заставляем еще и тупить, потому что мы начинаем смотреть непонятные фильмы, страшную информацию, страшилки, люлюльки и все. А когда вот вы реально находитесь на позитиве, вы делитесь этой информацией, человек начинает потреблять, все, он выходит из этого угла, он открывает шторы и смотрит, вау, на улице солнышко.
Спасибо большое. Мы благодарим от команды «Успех вместе Якутия». Спасибо Спасибо вам вам большое. большое. Буду рада Приглашайте видеть нас вас у тоже. себя в гостях. Да, Очень приглашайте, буду я с рада. удовольствием. Хорошо, договорились. Всего вам Спасибо доброго, до большое. свидания. До свидания, до встречи. Вот так, да, мы так работаем. Действительно, команда «Успех вместе». Несмотря на то, что мы живем в других регионах, да, вот так друг другу помогаем. Опять у меня слезы пошли. Все, у меня не надо было краситься. Без слез никак. Особенно такие результаты, да. Ну, если есть вопросы, пишите в личку, в директ, в WhatsApp. Группа у меня есть тем, кто заинтересовался. И профиль Академии тоже. Ой, ссылка Академии тоже в профиле есть. В профиле есть моя ссылка в YouTube. Можете посмотреть, там тоже очень хорошие результаты есть. Видео я там выложила. Так что будем вместе. Не плачь, мы с тобой. Ну, каждый раз вот так же. Завтра у меня тоже очень хороший эфир, сохранишь на Ютубе. Оленька, если поможет, конечно. Оля, ты здесь, волшебница наша. Спасибо, девочки, спасибо за внимание. Спасибо за комментарии, за лайки. Будем здоровы и счастливы.